Привет! Меня зовут Ажар, и мы продолжаем наши уроки по легкому и эффективному способу запоминать казахские слова. Мои видео предназначены для людей, которые разговаривают на русском языке, но хотят быстро запоминать казахские слова, пополнять словарный запас казахского языка и, надеюсь, со временем начать разговаривать и понимать на казахском. Сегодня у нас будет слово «девочка». На казахском оно звучит как «кыз», «кыз». Если у вас сложности с произношением некоторых казахских слов, вы можете в Гугле найти произношение этого слова, прослушать несколько раз потренироваться, и я думаю, что вы сможете произносить его правильно. Значит, для того, чтобы легко запоминать слова, нужно посмотреть на сам предмет, либо на картинку. Ну, вот на это фотография семьи, в данном случае вот кыз и вот кыз. Кыз – это девочка. Смотрите, обязательно, когда запоминаете какое-то слово, желательно посмотреть его, хотя бы его картинку, фотографию, ну, чтобы у вас перед глазами было что-то, на что можно было ориентироваться. И теперь мы составляем русские предложения со словом «кыз». У меня, на самом деле, я ращу «кыз». У меня единственный ребенок, и она кыз. Я сама была в своей семье младшей кыз. У казахов на самом деле для кыз тоже есть определенный статус. Почему? Потому что девочка со временем кыз вырастает и уходит в другую семью. И поэтому в родной семье для кыз оказывается всяческие почести, всяческие. Даже до такой степени, что дети, например, от кыз могут прийти в семью родителей мамы и забрать любую вещь. Значит, кыз, я думаю, нужно воспитывать в таком духе, чтобы она в дальнейшем смогла создать и сохранить очень хорошую семью. Изначально кыз, ну, у многих ассоциируется как какая-то легкость, нежность, элегантность, понятливость. Ну, я думаю, что у каждого свои ассоциации. Вот. Но я думаю, что самое главное, что нужно вложить, ну вот я, по крайней мере, пытаюсь вкладывать в мировоззрение своей кыз, это то, что она ответственна за будущее своих будущих детей, будущей семьи, и большую долю ответственности несет именно она. Раньше у казахов кыз до совершеннолетия могла полностью ходить с непокрытой головой. Ну, может быть, только носила какую-то тюбетейку. Потом, когда кыз уже вырастала, выходила замуж, после этого она должна была закрывать свою голову платком там, или каким-то головным убором. Вот таким образом составляйте предложение со словом кыз до такой степени, до такого момента, пока это слово полностью не войдет в ваш лексикон, не станет вашим. И вы никогда не забудете его, вы сможете с легкостью использовать это слово в дальнейшем. Вот. И моя задача познакомить вас с таким легким и быстрым способом
запоминайте казахские слова. Напишите, пожалуйста, в комментарии, что у вас получилось, какие у вас были успехи. Для меня это очень важно. Спасибо большое за просмотр и до новых встреч. Пока.